Добро пожаловать на платформу для онлайн-создания ОСИ. С помощью нашего инструмента вы сможете провести процесс создания ОСИ эффективнее с помощью подписания документов электронно-цифровой подписи и онлайн-генерации документов. Перед началом создания ОСИ вам требуется создать устав ОСИ. Вы можете скачать и использовать типовой устав, утвержденный законом, или создать собственный, если необходимо добавить важные для вас пункты. Для утверждения тарифа в доме создайте смету затрат по дому и проведите калькуляцию по расходам вашего дома. Для начала процесса онлайн-создания ОСИ нажмите на кнопку «Начать регистрацию в ОСИ». На втором шаге вы должны добавить дома, которые будут в составе будущего ОСИ. Для начала выберите город из выпадающего списка. Далее введите название ЖК или дома. Если в вашем доме нет названия, то можете оставить это поле пустым. Далее введите адрес дома, укажите улицу и номер дома. Введите количество жилых помещений в доме, то есть количество квартир в доме. Введите количество нежилых помещений в доме. Это все коммерческие помещения и офисы. Если в состав будущего ОСИ будет входить несколько домов, то нажмите на кнопку «Добавить дом» и заполните форму по новому дому. Вы можете удалить добавленный дом, нажав на иконку удаления в правом верхнем углу. После того, как вы добавили и убедились, что все внесенные вами данные верны, переходите на следующий шаг. Согласно правилам принятия решений в доме, для того, чтобы организовать общедомовое собрание, необходимо согласие 10% собственников дома, которые будут называться инициативной группой. На данном шаге вы можете начать онлайн-сбор подписей инициативной группы. Проверьте на корректность названия домов в составе ОСИ и количество помещений. Если вы нашли ошибки, то можете вернуться на второй шаг и внести корректировки. Система автоматически посчитала 10% от общего количества помещений и указывает количество помещений, от которых требуется подтверждение собрания. Далее вы можете воспользоваться шаблоном протокола собрания или же отредактировать его по вашим вопросам. После того, как вы заполните все поля, нажмите на кнопку «Сгенерировать приглашение». Важно помнить, что после генерации приглашения вы не сможете редактировать данные по дому на шаге 2. После нажатия на кнопку вам откроется текст сообщения, который нужно будет скопировать и отправить в чат жителям. На шаге 4 вы можете видеть список инициативной группы, которые подписали согласие об участии на общедомовом собрании. На данном шаге вы можете подтвердить участие от своего помещения. Для этого нажмите на кнопку «Добавить помещение», выберите ваш дом, тип помещения и введите номер помещения. Нажмите на кнопку «Сохранить». Далее вы увидите ваше помещение и кнопку «Подтвердить участие». Нажмите на кнопку «Подтвердить участие». Далее нажмите «Подписать» и выберите ЭЦП-ключ. Введите пароль от вашей электронной подписи. Если у вас несколько помещений в доме, то добавьте новое помещение, нажав на кнопку «Добавить помещение» в правом верхнем углу списка ваших помещений. Система будет делать подсчет подписанных голосов и отправит уведомление, когда количество достигнет 10 помещений. Вы можете увидеть список подписантов в таблице на шаге 4. В нашей системе можно проводить смешанные подтверждения, поэтому собственники могут подтвердить участие и через бумажные листы подтверждения. Для загрузки офлайн подтверждения нажмите на кнопку «Загрузить подтверждение». Далее выберите дом, тип и номер помещения. Введите фамилию, имя, отчество собственника. Также нужно загрузить скан, либо фотографию бумажного подтверждения. И нажмите на кнопку «Добавить». Как только будет достигнут порог 10% подписантов, вы сможете начать процесс проведения собрания. Для этого нажмите на кнопку «Организовать собрание». Как только вы соберете 10% подписей инициативной группы, вы сможете начать общедомовое собрание. Вы можете провести собрание онлайн или офлайн на ваше усмотрение. Введите данные по собранию, чтобы создать уведомление о созыве собрания. Ставьте ссылку на онлайн-собрание или же введите адрес проведения офлайн-собрания. Вы можете увидеть рекомендуемые онлайн-платформы для проведения собрания. Далее введите дату и время проведения собрания. Имейте в виду, что по закону уведомление о созыве собрания должно быть опубликовано за 10 дней до даты проведения самого собрания. Вы можете отредактировать ранее созданную повестку собрания.
После того, как вы удостоверились в корректности заполненных данных, нажмите на кнопку «Создать уведомление». После нажатия на кнопку вам откроется текст сообщения, которое нужно скопировать и отправить в чат жителям. Также вы можете скачать уведомления о созыве собрания, которые можно развешать по подъездам. Нажмите на кнопку «Перейти к протоколу собрания» для перехода на следующий шаг. После проведения общедомового собрания заполните протокол собрания и лист регистрации присутствующих. Для этого вы можете воспользоваться шаблоном, прикрепленным на данном шаге. Для создания протокола собрания укажите количество собственников, присоединившихся к собранию, и количество приглашенных лиц на собрании. Далее напишите через запятую фамилия, имя, отчество всех приглашенных лиц в поле «Приглашенные лица». Если на собрании не было приглашенных лиц, то в поле «Участники приглашенные лица» укажите 0 и оставьте пустым поле «Приглашенные лица». Далее заполните поле «Люди, выступившие на собрании». В данном поле запишите фамилия, имя, отчество участников, выступивших на собрании, и краткое содержание их речи и вынесенных вопросов и мнений на собрании. В поле «Вопросы, вынесенные на голосование» запишите все вопросы, которые были вынесены в процессе собрания и решения по ним. В следующем поле «Решения, принятые голосованием», напишите принятые решения по каждому вопросу. Далее впишите полное фамилия, имя, отчество людей, которые должны подписать протокол собрания, а именно председатель собрания, секретарь собрания, также Совет дома. Если на общедомовом собрании Совет дома не был избран, то оставьте данные поля пустыми. Вы сможете вернуться позже и добавить их, после того, как они будут избраны в письменном вопросе. Нажмите на кнопку «Обновить протокол», чтобы внести изменения. Также, чтобы данные изменения отобразились в протоколе собрания. Вы можете вернуться на шаг 6 в любое время и редактировать протокол собрания неограниченное количество раз. Далее нажмите на кнопку «Перейти к онлайн-опросу», если на общедомовом собрании не был собран кворум и было принято решение провести письменный опрос. Для создания онлайн письменного опроса нажмите на кнопку «Создать опрос». Вам откроется форма для создания ОСИ с полями, которые нужно заполнить, а также шаблоны вопросов, которые вы можете использовать для формирования вопросов. Для начала укажите название опроса, например, «Создание ОСИ в ЖК УСИ». Далее поочередно добавляйте ваши вопросы. Важно! Каждый вопрос должен быть добавлен в отдельное поле. Для добавления нового вопроса нажмите кнопку «плюс». Для добавления шаблона вопроса нажмите на кнопку «плюс» в выбранном вами шаблоне и отредактируйте текст. После того, как вы добавили и заполнили форму, нажмите на кнопку «Сохранить». Ваш опрос будет сохранен в черновиках, и вы можете его отредактировать, его неограниченное количество раз. Для этого нажмите на кнопку «Редактировать» возле названия опроса. Как только вы будете уверены, что опрос завершен и можете начинать голосование, нажмите на кнопку «Начать опрос». Имейте в виду, что после начала опроса вы не сможете редактировать опрос. После начала опроса система откроет 8-й шаг, где вы сможете видеть прогресс голосования. На 8-м шаге процесса создания ОСИ вы сможете видеть, сколько процентов собственников проголосовали по опросу и подписали опросные листы с помощью ЭЦП. Для приглашения собственников к прохождению опроса скопируйте текст приглашения и отправьте в чат жителям. Далее вы можете видеть количественное и процентное соотношение проголосовавших собственников в прогресс-баре. Во вкладке «Результаты» отображены список вопросов, вынесенные на голосование, и количество ответов «За», «Против», «Воздержусь» по каждому из вопросов. Во вкладке «Ответы» отображен список всех собственников и помещений, которые проголосовали в вопросе, а также опросные листы, подписанные ЭЦП подписью. Помните, что в нашей системе можно проводить смешанные опросы, поэтому собственники могут голосовать и через бумажные опросные листы. Вы можете загрузить бумажные опросные листы, нажав на кнопку «Загрузить опросный лист» и заполнив открывшуюся форму. Данное действие не обязательно. Все ответы по бумажным опросным листам будут учтены при создании протокола опроса. Как только вы поймете, что набрали требуемое количество ответов по вопросам, нажмите на кнопку «Завершить опрос» для завершения опроса. Система вас направит на шаг формирования протокола опроса. После завершения опроса требуется создать протокол опроса. На шаге 9 вам доступна форма для заполнения результатов проведенного опроса. Система автоматически считает количество онлайн-ответов по вопросу. Оффлайн-ответы
будут подсчитаны после того, как будут внесены результаты по бумажным опросным листам. Вам требуется заполнить поле «Решение, принятое на собрании», где нужно указать принятое решение по каждому вопросу в письменном опросе. Нажмите на кнопку «Внести ответы бумажных опросных листов», чтобы занести результаты голосования собственников на бумаге. При нажатии на чекбокс вам откроется список всех вопросов письменного опроса. Посчитайте ответы собственников, которые проголосовали на бумажных опросных листах, и укажите количество ответов под каждым вопросом. Далее выберите председателя и секретаря собрания. Это те же люди, которые были на общедомовом собрании. Выберите исполнительный орган, то есть это от председателя ОСИ, которого выбрали путем голосования. Выберите совет дома, которых назначили путем голосования. Требуется добавить всех членов совета дома. Если при вводе фамилии собственник не отобразился, значит ему необходимо зарегистрироваться в системе. После того, как все поля заполнены, нажмите на кнопку «Обновить протокол». Скачайте документ, чтобы ознакомиться с протоколом опроса. Далее нажмите на кнопку «Сохранить и продолжить», чтобы перейти на последний шаг. Имейте в виду, что вы не сможете больше редактировать список подписантов, как только перейдете на 10-й шаг. 10-й шаг является завершением процесса создания вашего ОСИ в системе ОСИ-КИЗ. На данном шаге вам отображаются документы, которые требуется предоставить в Министерство юстиции для регистрации вашего ОСИ. Это протокол опроса, протокол собрания и архив опросных листов. На данном этапе вы можете отредактировать протокол собрания и протокол опроса. Также, согласно закону, опросные листы, которые были подписаны онлайн-подписью, председатель ОСИ и члены Совета дома также подписывают электронной цифровой подписью. Для подписания опросных листов требуется открыть вкладку «Опросы», перейдите в «Вопрос» и во вкладку «Все ответы». Для подписания нужно нажать на кнопку «Подписать». Для просмотра статуса подписания нажмите на кнопку «Информация», где будет отображен список людей, которые должны подписать опрос и статус подписания. После того, как все подписанты подписали опросные листы, вы можете предоставить пакет документов Министерства юстиции.